Пакистане полиция открыла огонь по внутренним перемещенным лицам после вспышки массовых беспорядков в городе Бану на севере страны. По меньшей мере 8 из них и 9 полицейских были ранены, около 100 человек арестованы. Беспорядки начались после того, как люди собрались для получения еженедельных продовольственных пайков. Почти 1 миллион человек был вынужден покинуть свои дома в северном Вазиристане из-за военных операций правительства против талибов. В Северном Ираке женщины-сотрудницы иранской курдской милиции ПЖАК или партии свободной жизни Курдистана прошли подготовку к борьбе с боевиками исламского государства. Центральный офис находится в городе Дибис, вблизи Киркука. В ПЖАК входит около 200 бойцов, половина из которых – женщины. Они служат вместе с иракскими курдскими силами Пешмерга. ПЖАК, являющаяся, по мнению Ирана, террористической организацией, вызвалась помочь курдам в Ираке и Сирии в их борьбе против исламского государства. Там же, в северной части Ирака, курды получили военную подготовку в лагере Наргизлии, к востоку от города Мосула, контролируемого исламским государством. Наргизлия, населенная главным образом представителями общины езидов, сейчас в значительной степени опустела. Боевики исламского государства захватили Мосул и значительные территории на севере Ирака в июне, вынудив сотни тысяч людей покинуть свои дома. Москва. Верховный суд России на месяц отложил слушание по делу Минюста о ликвидации правозащитного общества «Мемориал». Министерство юстиции ссылается на многочисленные нарушения правозащитным обществом правил регистрации. Основанный в 1989 году «Мемориал» включает более 50 групп по всей России, а также в Украине, Казахстане, Латвии и Грузии.